Дамы и господа, добро пожаловать в мирное местное время будет солнце. Температура воздуха минус 13 градусов. Наконец, мы снова в городе Мирном. Вот Екатерина встретила меня. Молодежная ассамблея народов Якутии. Меня пригласили в город Мирный на фестиваль, молодежный фестиваль национальных культур. Называется он «В единой семье». В семье единой, да. В семье единой. 2-3 у нас мероприятие. Так что буду спикером, обучу чему-нибудь людей, которые к нам придут. Направлению? По направлению этноблок? Да. Направление этноблок. Новое направление нашего фестиваля. Да. Пока сегодня в Орлах, на несколько 2-3 дня в Орлах, побудем там, а в Мирно вернусь 2 числа. Друзья, сегодня у нас 2 ноября. Покидаю я поселок Орлах. Добрые люди меня везут до Мирного, уже там 2 дня на квартиру, пока будет мероприятие, и 4 уже самолет обратно в Якутск. Вот показывают мне окрестности поселка. Тут пожар был, вот говорят, лес сплошной был, прям вот мы ехали, сейчас обратно поедем, покажу. Это детский оздоровительный лагерь Орленок. Какое классное название. Я так понимаю, лагерь активный. Детки тут сменами. Когда мы были в экспедиции в августе, на моих глазах смена приезжала. Там полиция сопровождает. Все так прям хорошо все. Это организовано прям серьезно. Надежда Ивановна, Александр Алексеевич везут меня. День рождения. О, точно! Да-да-да, поздравляю с праздничком вас. Хороший день, отличный день рождения, это всегда приятно. Спасибо, что меня до Мирного подбросите. А то не знал, как с сумками добраться. Ну, вперед, расскажите про лагерь сейчас, пока по дороге. Этот лагерь основан в 1964 году силами ПНО «Якуталмаз». Тогда АЛРОС называлось производственное научное объединение «Якуталмаз». Вот для работников вот, Якуталмаза. А так вот каждое лето здесь отдыхает 600 детей, 2 или 3 заезда. В прошлом году здесь весной был пожар. Или когда не весной? Летом, августе месяц, в конце июля и к начале августа. Ну, неделю горел. Всем поселком тушили, мне рассказывали. Да. Там вообще. 6 дней денно-ночно, не спавшие. А, вы же начальник как раз пожарной части. Да. Ну, Можно сказать, возглавляли этот процесс? Не я возглавлял. Не вы? Возглавлял начальник Минского гарнизона Веселов Сергей Николаевич. Ну, я его помощник. Ну, то есть это масштаб-то уже такой, масштаб, не поселковый масштаб, поэтому там уже... Приезжали с Якутска, приезжали. Может быть, даже мои друзья-спасатели, я там дружу с ребятами. Это что за поля? 21-е поля называют? Да, 21-е поля. Вез туда-сюда сеял. А раньше здесь лес был, короче. Вообще везде лес? Да. Мелколесье было. И все сами обработали? Да, сами обработали. Это в 60-х, 70-х годах. А сейчас используют эти поля? Да, используют. Засеивают. Бирюйское кольцо, правильно? Да. Ну вот, в такой квартирке поживу я сейчас пару дней. Вполне себе все уютно. Просторная кухня. И главное, что виды просторные. Вот это хорошо. Ну и сейчас пару часов поработаю, подготовлюсь к мероприятию. И в 2 часа уже у нас, да, сейчас 12. Начнется все веселье, то, ради чего я сюда приехал. И жду с нетерпением. Всем здравствуйте. Разрешите представить вам Георгия Карловича Башарина. Исполняет обязанности главы администрации района Мирнинского, и Гульсум Агзамовна Бисимбаева, председатель Мирнинского отделения Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия «Общественное движение». И меня зовут Екатерина Илбакова, я являюсь главным специалистом районного управления культуры по национальной политике, а также ответственный секретарь Совета Мирнинского отделения Ассамблеи народов.
Расскажите о сегодняшнем мероприятии, что нас ожидает. Сегодня ожидает наших жителей, всех, кто заинтересовался мероприятием, районным фестивалем национальных культур семьи единой, ожидает образовательная часть. Мы ее проводим впервые в рамках данного фестиваля. Будут проходить мастер-классы по видеоблогу, также по направлению этноблог. Также участников ожидает круглый стол «Молодежь национальной политики» и форсайт-сессия. Будет посвящена социокультурной деятельности. Мы рады приветствовать всех участников сегодняшнего нашего форума. Действительно, наш фестиваль молодежный в семье единой расширяет свои границы. Мы проводим сегодня образовательную часть, как сказала Катерина. Завтра у нас культурно-просветительская тоже продолжится работа фестиваля. И это очень значимо, потому что одной из главных задач Ассамблеи народов мы считаем работу в направлении с молодежью. И вот нынешние очень актуальная составляющая этой деятельности – это вот работа со средствами массовой информации, продвижение в социальных сетях наших идей, мира, дружбы между народами. И это очень важно – продвигать и учить этому молодежь. И мы, как местная власть, конечно, безусловно поддерживаем такие мероприятия, организовываем их. Вообще Мирнинский район, он известен и славен, начиная вот с истории своего создания, многонациональностью. И здесь на территории района свыше 100 национальностей, активно действует ассамблея, Мирнинское отделение Ассамблеи народов. У нас создана также детская ассамблея народов, это такое ноу-хау наше, наверное. Вот, поэтому ждем от сегодняшнего мероприятия новых идей, новых впечатлений. И благодарны вам за приезд и то, что поддержали наше мероприятие. Спасибо, что пригласили. И как результат активизацию работы с молодежью. Да. Хочется, чтобы сегодня был такой трамплин эти дни для дальнейшей деятельности. Так что всем желаю удачи на сегодняшнем мероприятии. Спасибо. Думаю, будет здорово. Все, отлично. С первого дубля, да? Да. А у меня все так. Я сам снимаю одним дублем все это. Прямо сейчас я приглашаю на эту сцену председателя Иркутской региональной общественной организации по сохранению и развитию этнокультурного наследия, называется организация «Возрождение», а также члена комиссии по делам национальности при губернаторе Иркутской области Родион Викторович Шантанов. Пожалуйста. Можете уже искать ВКонтакте его страницу. Добрый день, уважаемые наши гости, уважаемые участники фестиваля. Рад вас приветствовать и с нашей благодатной Иркутской области, с славного города Иркутска привез к вам самый большой, огромный привет. В первую очередь хочется поблагодарить, наверное, за такой высокий уровень гостеприимства сам город Мирный. В первую очередь Екатерине большое спасибо за то, что пригласили и меня практически со всех сторон окружили, все условия предоставили. И сегодня работать перед вами мне будет максимально приятно. Сегодня моя цель работы с вами — это непосредственно рассказать и показать вам, каким образом сегодня представители молодежи могут работать в сфере национальной политики. Скажите, пожалуйста, вот здесь вот начну, наверное, уже работу, да? Здесь вот у нас среди представителей молодежи есть ли те, кто сегодня занимается активной общественной деятельностью, вот прямо на базе своего учреждения, на базе какого-либо образовательного учреждения, культурного, неважно где. Прекрасно. А вот это вот, наконец, осмелели, потому что сначала вижу эту сторону, молодцы, большое спасибо. Видно, да, видно прекрасно, что у вас есть общественные инициативы, это очень здорово, но и непосредственно о том, каким образом сегодня молодой человек может реализоваться, самореализоваться в национальной политике. Что такое национальная политика? Вообще, что это такое и с чем ее едят? Мы с вами были В Политехническом институте. в Политехническом институте города Мирный. Да. Спасибо администрации института, что организовываете вообще здорово. мероприятия, помогаете. Такое вот красивое здание.
У нас очень интересно прошло обучение, но я даже ничего не снял, потому что увлекся работой с ребятами. То есть пытался как-то практически дать им знания такие, чтобы они именно на деле помогли им. Но завтра у нас продолжается, мы едем в город Светлый. Там у нас будет уже практическая работа. А сейчас мы едем на радио. Телерадиокомпания «Алмазный край». Супер. На радио я еще не был ни разу. Ой, Да. давал интервью видео, а вот радио даже любопытно, такой опыт. Новый. У нас очень Круто. качественное телевидение, оперативно работает, хорошие развитые социальные сети. На YouTube-канале есть своя страница. Вот уже идут снимать. О, Саша, уже, да. привет. Привет, привет. Здрасте. Здрасте. Никогда не был вот в таких студиях, радиостудиях. Ну, поздравляю с премьерой Да. и с почином. Ух ты, шумоизоляция сразу чувствуется. Ну да. По ушам давит. Да, здесь я попрошу, ну, собственно говоря, здесь предстоит вам непосредственно уже давать интервью. Мгм. Наушники, звукорежиссер проинструктирует, как, чего, где, как сидеть и прочее, и прочее. На все про все у нас примерно 10 минут. 10 минут. О, так быстро. Да. Ну, постараемся. может быть 15 из Может. тайминга. Но опять же, как пойдет беседа. Ага. Как пойдет беседа. Хорошо? Это правда действительно очень любопытно. Даже сам, когда бываю на других каких-то студиях, тоже всегда интересно, как они устроены изнутри, как это все выглядит. Это тот экспириенс, который немножко может быть скрыт от глаз. Здесь такой стенд еще на входе интересный. Разная старая техника и более новая, но тоже, возможно, уже немножко устаревшая. Все, мы закончили. До свидания. Спасибо. У вас тоже камеры? Ой, все Да, снимаю. у всех камеры. Можно вас поснимать? Нет, нас нельзя снимать. Хорошо. Я люблю снимать людей. А, понял, да-да-да, все, конечно же. Ну ладно, До свидания. Тяжело после выступления еще, что-то у меня там уже... Только сидя за микрофоном, почувствовал, какая у меня уже усталость, и голос такой подсевший, и мысли уже путаются. Но, как есть, так есть. Все, едем отдыхать, сейчас Катя меня отвезет домой, и будем готовиться к завтрашнему дню. Хотел напоследок вам показать классную штуку. Продается в магазине у Николая Александровича Охоткина. Технологии выживания. Вот такая шурпа, например, там разные блюда есть. Ее просто в кипяток кидаешь, подогреваешь. И вот, ну, мне хвалили, что очень вкусное. Вообще такое натуральное блюдо. Класс. Вот сейчас поужинаю и на боковую. Давайте, спокойной ночи.